Кстати, мне кажется, конкурс в Москве «Краса России» для девушек из национальных республик — это, по-моему, воспитание, которое я бы, например, не хотела пройти. Ну, заведомо ты знаешь, что тебя не выберут, каким бы ты ни был красивым. Потому что ты азиатка, да. Мне кажется, все равно я, в принципе, там не старалась, не думала, что, естественно, там, победить, не победить, да, тем более мне сразу сказали, что 18 нету, ты будешь юный, красивый. Тогда мне точно стало, главное достойно показаться, достойно представить свою республику. Мы жили, получается, целый месяц, 55 девочек, закрыты, ну, как закрыто, да, мы жили там в спа-отеле, все время, каждый день одно и то же, но у нас, конечно же, там были различные мероприятия, да, что разнообразило наш быт. Ну, да, это реальное испытание, это такой закал характера, тем более, когда каждая 55 девушек сидят и знают, что я красивее всех, и говорят об этом, да, а кто-то... Это страшно, это страшно. А еще, как бы, ну, я думаю, что все равно, если я азиатка, есть какое-то преимущество, потому что это интересно. Нас на конкурсе было всего две азиаточки, я и Ольга. Нам все равно какие-то привилегии были, потому что мы азиаты, у нас внешность немножко другая. Тем более в Европе, да, в Америке сейчас очень сильно котируется азиатская внешность. А в чем заключались? Ну, все равно, когда к нам приходили агенты из модельных агентств, различных там представителей, они все время интересовались. Вот. Мы почему-то вот с Якуточкой мы всегда в числе первых заходили к ним на собеседования различные, нас потому что рассматривали чтобы пригласить к себе для работы, да, там, для какой-то рекламы. Вот. Мы всегда в числе первых были с Якуточкой, потому что у нас сразу... Ну, вы отличаетесь и привлекаете внимание, правильно? Ну, экипаж если вот, допустим, посмотреть, да, 55 девушек, все европейской национальности, да, славянской внешности, то я считаю, что все равно мы выделяем, ну, выделялись наверняка от своих знакомых, да. Все равно интересно же. Какие-то звания дали? Там же много разных мисс, то-то, сё-то. Как бы нет, у меня было только первая вице-юная красавица, и мне, в принципе, это было достаточно. Ну, то есть я не считаю, что, ну, не считаю хорошим то, что выдавали там по несколько корон, то есть там мисс... То есть можно запутаться в итоге, да? да? Я не знаю, были такие номинации, как мисс самые красивые волосы. Ну, это, на самом деле, если так взять всерьез и подумать, ну, немножко, мне кажется... Ну, чтобы, наверное, не всех чтобы обидеть, не обидеть всех. Ну, может быть, так, допустим, мисс спорт, да. Я понимаю такие номинации, как мисс Грация, тоже всегда, да, есть такое. Ну, как бы, ну, чтобы назвать мисс самые красивые волосы, я не считаю. А какие подарки подарили? Ну да, подарков было достаточно много и были хорошие. Почему-то я, когда участвую на конкурсах, мне всегда попадаются ювелирные украшения. Так же, как и на красе Бурятии, и на красе России у меня были шикарные украшения из бриллиантов, из изумрудов были, ну, тоже очень красивые. В отличие от короны, их навсегда дарят. Да, вот именно. Вот. Ну, это естественно, это память, это работа над собой. Для меня, что важно, это реально закал характера. Если я раньше была очень наивной, хорошей, доброй девочкой, я уже начинала понимать, разбираться более-менее в людях, что кому от чего нужно. Были там тоже закатывали девочки истерики, плакали, рыдали.
ну, у нас в комнате была такая дружная обстановка, у нас такого, как бы, слава богу, не было. В Москве хорошо мне родные, тоже постоянно созванивались. Ну, я, конечно, скучала по родному краю, но выдержала, все нормально. Приехала, еще хотела уехать куда-нибудь, ну, все время так. В итоге я знаю, что у вас уже 4 или 5 корон с различных 5. конкурсов. 5. Я Вот. видела, да, ура, 5-я. Потому что так получилось, такое интересное совпадение. На 3 моих конкурсах у меня номерки были под номер 5. А, А еще на одном был 35, то есть тоже 5 везде. И я подумала, что когда я выиграла 4-ю корону, это было так, 4-я корона я выиграла на Ердынских играх, это было вообще неожиданно. Мы быстро-быстро собрались и поехали на конкурс, выступили и выиграли. Для меня это было так неожиданно. И 4. А для буддистов же как-то нужно всегда, чтобы было нечетное количество, да, и я решила, нужно 5-ю корону. и вы выбирали, я даже видела между Монголией и Кызылом. Нет, это вот когда я поехала на Мисс Азию, то есть это была вот моя 5-я корона. Просто это уже лично как бы было, либо поехать в Улан-Батор отдохнуть, да, там шопить, все дела, или же поехать на конкурс. Опять-таки на конкурс все-таки ехать тоже нужна финансовая, ну, финансы нужны, да. Это нужно время. Это нужна подготовка, это физически, моральная усталость, да, ну, вот так. И был такой выбор, ну, это как бы так, чисто личное было такое, я сидела, знала, кого, что бы лучше сделать.